الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Итак, уроки судного дня. И первое, о чем будет спрошен человек, и первое, за что будет рассчитан, это как раз-таки его молитва, его намаз. И если человек совершал эту свою молитву должным образом, если он не делал упущений, если он не был в этом своем намазе отвлеченным, да, если он был смиренным, то, иншаллах, эта молитва, она защитит этого человека, она избавит его от многих его бед. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: первым делом, о котором будет спрошен раб Аллаха в судный день, это станет молитва. И если же он эту свою молитву совершал должным образом, то он преуспеет. А если же он был легкомыслен в своей молитве, легко к ней относился, то он окажется в убытке. Если же были в ней какие-либо упущения в этой молитве, то Аллах Тааля скажет: посмотрите, есть ли у моего раба добровольные намазы, которыми можно восполнить то, что он пропустил или сделал упущение в фарзах. И затем то же самое будет проделано и со всеми его делами. И вот здесь вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дает наставление всем нам, что для нас самое главное, это чтобы мы выполняли намаз. Намаз именно фарз, то есть это самая главная наша цель. И поэтому все те хадисы, все те аяты, которые пришли о том, как совершается этот намаз, смиренность, когда сердце обращено ко Всевышнему Аллаху, искренность, отсутствие показухи, они все призваны для того, чтобы человек закрепил качество своего намаза. И вы вспомните хадис, когда один человек зашел в мечеть, да, и прочитал 2 раката нафиль намаза. Посланник Аллаха сказал: перечитай. Это говорит: «Ирджа фасалли фа иннака лям тусалли». Вернись и соверши намаз, поистине твой намаз это не был намазом. Хорошо, ничего не сказал, ничего в ответ не сделал, да? Пошел и еще раз совершил намаз. И второй раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вернись и соверши намаз, твой намаз это не был намазом. И в третий раз то же самое повторилось. И когда в третий раз сказал ему пророк, этот сподвижник сказал: о посланник Аллаха, научи меня, я лучше, говорит, не умею совершать намазы. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал, как совершается намаз, смиренность, когда он делает руку, когда он делает саджда, чтобы успокоился, чтобы все его части тела, все его кости успокоились и пришли на свое место. То есть объяснил должным образом. И поэтому у многих ученых даже спешка в намазе, когда человек, как вот самый эспандер, да, то в одну сторону, то в другую сторону, как маятник качается, они говорят, намаз в нем большая проблема. Потому что успокоение, говорят, является условием намаза, по мнению некоторых ученых. И поэтому намаз, самое главное, как мы его совершаем. И самое важное среди намазов, это как раз-таки наши фарзы, как мы их совершаем. Но вместе с этим, как мы вот узнали из этого хадиса, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: те недостатки, которые мы допускаем в фарзах, будут закрыты как раз-таки нафиль намазами. Добровольными намазами. Вот это вот нам говорит о том, что фарзы важны. В фарзах ты должен быть искренним, смиренным, не шевелиться, не думать, да, о посторонних вещах, чтобы ты именно полностью был погружен в намаз. Но точно так же важны и твои сунны. Почему? Потому что мы, люди, да, когда мы думаем о себе, мы, как правило, думаем о себе только хорошее. Так ведь? Когда случается какая-либо беда с другими, мы про других думаем плохое, а про себя всегда хорошее. И поэтому, если человек будет легко смотреть на сунны, я же фарзы выполняю,
Я же там, допустим, все, что Аллах Тааля мне предписал, делаю. Поэтому могу пропускать суннат, могу пропускать нафиль, могу это не делать, могу то, могу это. И сам себя ограничивает. И опирается только лишь на фарзы. А ведь может случиться так, что как раз таки вот в этих твоих фарзах, которые совершал, будет огромная брешь. Ты совершаешь намаз, но из твоего намаза ты в нем включался, твое сердце было открыто ко Всевышнему лишь на 10%, на 20%, да? Пришел с какой-нибудь встречи со своей работы, с женой поссорился, телефон звонил, важная переписка была, вступил на намаз, и вы думаете, что вы в намазе в первое время будете думать о Всевышнем Аллахе? Это очень тяжело. Когда человек сам себя нагружает вот подобными отвлекающими вещами перед намазами, да, и он потом говорит, я намаз прочитал, я фарз выполнил там и так далее. Нет, нужно это заслужить, нужно постараться. Нужно огородить самого себя от того, что отвлекает тебя от намаза. И поэтому, что бы ни случилось так, что ты думал, что у тебя огромный чемодан богатств, огромный чемодан наград, ажр савабов в судный день, да, потому что ты фарзы выполнял, а приходишь, а этих самых наград не так-то уж и много, и в них очень много недостачи, у них очень много всевозможных там каких-либо пропусков, пробелов и так далее. А чем дополнить, богатства нету. Почему? Потому что к суннам легко смотрел. И поэтому тут вырисовывается очень важное шариатское правило, что верующий, когда думает о себе, он всегда должен думать таким образом, что мне еще не хватает. У меня есть еще недостаток. То есть всегда бороться со своим нафсом. И даже если его какая-либо трудность постигнет в этом мире, он должен думать, что это из-за того, что я совершил, из-за моих поступков. А когда какая-либо беда случается именно с окружающими, именно с какими-либо мусульманами, он должен думать о них благое. Почему? Потому что он не знает, что у них в сердцах. И возможно, то, что Аллах Тааля им не спаслал, на них наслал, это только лишь испытание Всевышнего Аллаха. И поэтому даже вот сегодня, да, все вы смотрите новости, сегодня и Турцию, и Сирию постигло большое испытание. Это то, что случилось землетрясение, больше 17 тысяч человек погибли, пусть Аллах Тааля простит им их прегрешения, пусть ведет их в райских сады, и тех, которые уверовал. И вот смотрите, да, вот именно из-за этого иногда в интернете приходится читать, там такой-то город, там очень много было таких социалистов. Там это такой-то город, там много было таких-то там, да. И начинают искать изъяны у этих людей. Субханаллах. Мы, во-первых, не знаем, что Аллах Тааля, какая мудрость Всевышнего была в том, что Он творит среди своих созданий. Аллах Тааля, наш Господь, наш Создатель, Он волен творить любую вещь. И все происходит по Его предопределению. Почему, как и так далее, мы не можем об этом узнать. И поэтому, когда мы думаем об этих людях плохое, это не является хорошо. Это, по сути, получается как будто злорадство. Для себя извлекаем уроки. Но когда мы сталкиваемся с тем, что другие мусульмане, их в жизни случилась какая-либо трудность, мы должны думать, что это испытание от Всевышнего Аллаха. А сами мы работать над своими ошибками, брать себе в назидание и, конечно же, стремиться к благому. И поэтому, уважаемые братья, на фарзах ограничиваться нельзя. Нужно идти вперед, нужно совершать как можно больше нафлей. И когда мы говорим нафль, те самые суннат намазы, которые мы совершаем до фарзов, после фарзов, они все относятся именно к подразделению нафль, добровольная молитва, необязательная молитва. Но даже среди этих необязательных молитв есть степени, есть наиболее предпочтительные, желательные действия, как сунна муаккада, сунны, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, никогда не оставлял. Есть у нас сунна раватиб, намазы, которые пророк, саллаллаху алейхи, не оставлял до фарзов или после фарзов. Те самые 12 ракатов, которые мы совершаем днем и ночью. И поэтому к ним легко смотреть нельзя. Почему? Потому что это закроет твои недостатки в фарзах. А они у нас есть. Поверьте мне. Они у нас есть. Очень тяжело как раз таки совершить намаз таким прямо должным образом, полностью, со всем хушуам, со всей смиренностью, со всей искренностью.
И к этому нужно стремиться. И некоторые праведные предшественники говорили, я, говорит, учился совершать должным образом, искренним образом молитву 20 лет, а затем наслаждался ей 40 лет. И поэтому пусть Аллах Тааля дарует нам возможность совершать фарзы должным образом. И также относительно нафлей. В чем мудрость того, что мы совершаем и добровольные поклонения? Будь это намаз, будь это ураза, будь это садака, которые относятся по сути к закату, или умра и так далее. Ученые сказали, что и другое предназначение этих добровольных молитв, этих добровольных поклонений в том, чтобы увеличивать положение верующего в раю. То есть выполнение фарзов, иншаллах, Аллах Тааля в качестве награды дарует вхождение в рай. Но ведь рай это же дараджа, рай это степени. Рай это, получается, величественные ступени, к которым мы должны стремиться. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда делаете, говорит, дуа, просите у Аллаха джаннатуль фирдаус, самую высокую степень, самое большое. И поэтому то, что ты в рай попал, ты не должен на этом ограничиваться. Ты не должен этим успокаиваться и говорить, я рад, как ирсек, а нас нормально. Стремиться нужно. И стремиться к степени пророков, праведников и правдивцев. И поэтому Аллах Тааля этим самым за выполненные наши добровольные намазы, поклонения увеличивает нашу степень в раю. Почему? Потому что каждый раз, когда мы совершаем помимо фарзов какие-либо другие добровольные намазы, это увеличивает нашу награду. Тот самый багаж, который мы с собой потащим, иншаллах, в судный день, да, он что будет? Он будет еще больше увеличиваться. И это, иншаллах, послужит причиной того, что человек займет в раю большие степени. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, первое дело, за которое будут рассчитаны люди в судный день, это станет молитва. И наш Всевышний Господь скажет своим ангелам, посмотрите на молитву моего раба, была ли она полной и совершенной, или же была неполноценной, и в ней были упущения. А если она была полной и совершенной, она так ему и запишется. Но если в ней были какие-либо упущения, затем Аллах скажет, посмотрите, нет ли у него добровольных молитв. И если у него будут добровольные намазы, он скажет, дополните фарзы намаза моего раба добровольными. И после этого он будет рассчитан за все остальные дела. И поэтому, если вот здесь вот с человеком будет все хорошо, если вот здесь вот его фарз намазы, его добровольные намазы увеличат как раз-таки ту самую книгу деяний этого верующего, то в остальных делах уже будет легко. В остальных делах, иншаллах, уже будет еще легче. И поэтому пусть Аллах Тааля сделает наши намазы совершенными, пусть Аллах Тааля дарует нам возможность быть смиренными, искренними в наших намазах, и пусть Аллах Тааля защитит нас от козни шайтана, и в том числе от наущений, которые приходят к нам в молитве. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك